и муниципалитет, да и не только. Чем заменим иностранные слова? И есть ли смысл в словарном импортозамещении? Исламский банкинг, что не так с его реализацией и чем вызвана заминка? Можно ли строить жилые дома на дачных участках? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Ер шыршыны кесіп алғандар да керегі қолмағаш елка ясап шығарып ырғытқандар. Телевизионный конкурс «Татар Сөзі» кажется для меня уникальной возможностью, чтобы проявить себя. От международного к настоящему народному. Конкурс «Татар Сөзі». Новые имена, звезды и открытия. Надо признать, что русский язык богат заимствованными словами. Это как бы факт. Наивно считать, что можно управлять языком столь примитивным образом. Замена мэра или новый словарь? Необходима ли защита русскому языку? У меня сердце болит. Он не должен быть в таком состоянии, но оно наше. Был бы большой плюс восстановлению этого дома для привлечения туристов, для знакомства с нашим районом. Подлинный шедевр. Дом купца Бакирова. Как сохранить и подарить жизнь. Начнем нашу программу с самого народного события в мире татарской культуры. Завершился международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар Сөзі». Он стартовал в июле прошлого года. 3200 претендентов на победу из разных регионов России и зарубежья прислали свои видеозаявки. К участию допускались как профессионалы, для которых слово – сфера творческой деятельности, так и те, кто просто любит родной язык, любит поэзию, прозу, любит читать и писать. Кстати, можно было декламировать как произведения классиков, так и собственные сочинения. Из 3000 заявок компетентное жюри выбрало 30 победителей, между которыми были разыграны призы на 1 000 000 рублей. Конкурс «Татар Сөзі» проводится телерадиокомпанией «Татарстан Новый век» при ведущей роли нашего детского канала «Шаян» и при поддержке руководителя комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марата Ахметова. В этом году конкурс впервые был реализован в телевизионном формате. Цель – пропаганда, развитие и сохранение татарского языка, литературного наследия, популяризация произведений татарских классиков, пробуждение интереса к татарской литературе и культуре. И мы увидели, что конкурс оказался по-настоящему народным. Убедитесь сами. Әнкәй кулын иң башыма сала. Утыр әле, улым, сүзем бар. В машине, со сцены, на рабочем месте, дома. Неважно, где было снято видео. О родине, о маме, о любви, о деревне, о жизни. В темах тоже не было ограничений. Не ограничивались участники и в возрасте. Главное, чтобы говорили на татарском языке. Художественность и артистизм добавляли очков. На одной сцене не только профессионалы и начинающие, любители и те, кто посвятил свою жизнь слову. Актеров разных театров объединила эта сцена. Bir kunlik bu dünya, bir mizgil, indashmishi qolgan so'zlar og'ir, zangar ko'klar, qarg'ishlarga sizgar. Гомумән бу конкурсны мактан идем. Я уже успел забыть про этот конкурс, пока меня не пригласили на гала-концерт. Видео на конкурс отправляла жена, тоже работающая в театре имени Камала. Шунсы сөендерә менә карагыз. Бик күп балалар катнаша бүген. Отрадно, что много детей участвует. Я слушал их во время репетиции, они в совершенстве владеют языком. Я не согласен с теми, кто говорит, что наш язык исчезает. Когда есть дети, которые с удовольствием говорят на родном языке, значит, есть у него будущее. Профессионаллар номинациясында беренче урын Ильнур Закиров, Казан. Позже Ильнур узнает, что он занял первое место среди профессиональных участников конкурса. Коллега из театра Тинчурина Зульфия Валеева на втором. Здесь те, кто впервые выйдут на сцену, запросто подходили к своим эстрадным, театральным, телевизионным кумирам. Для кого-то просто работа, для других может быть главное, самое запоминающееся событие жизни.
Роберт Миңнуллин, Жарбашы. Шушы минем нигез. Кайттым менә, кем әйтмешли яшел бишеккә. Ленар Хаматов сельский житель, печь выкладывает. На деревенской улице снял себе и отправил видео на конкурс. Говорит, что впервые близко увидел знаменитых артистов и уже ради этого стоило участвовать в этом конкурсе. Занял 2-е место среди взрослых в номинации «Поэзия». Не каждый волнуется перед выходом на сцену. Многочисленные репетиции придали уверенности. Birinchi o'rin Karimovlar oilasi, Dilashi, Loyish, Qozon. Мы сегодня выступаем с Зайнеп Фархаддиновой с песней «Татар Сүзе». Волнуетесь? Нет. Сначала я разговаривала в детстве на татарском, сейчас на русском и татарском. Как-то это все вместе получилось, я не знаю, если честно. Я когда даже в садик пришла, знала только на татарском, умела говорить. И когда уже приходишь в школу, даже в садике, когда со всеми коммуницируешь, ты уже знаешь и русский, и хорошо им на нем и говоришь. Это то, что отличает молодое поколение от старшего. Говоря в детстве на татарском, потом, изучая русский, говорят легко на обоих языках. И не только деревенские дети. Самавар артыннан гына улына карап торган ана күз алдыма килә дә эчемнән тагын үкси башлыйм. Диляра Фасихова из Казани, победительница в номинации «Проза» в возрастной группе 11-17 лет. Мама узнала об этом конкурсе и решила мне предложить. У меня как раз была готовая проза, которую я рассказываю, и я решила попробовать свои силы. Шырлы дилбәр, күлмәктә. Эшлеге укучыларның дәрәҗәсен күтәрү өчен армый-талмый эшләргә кирәк. Умение перевоплощаться, видимо, тоже среди критериев для победы в конкурсе. Диляре Муллагалиевой из Балтасинского района участвовать в конкурсе тоже предложила мама. И не зря. 2-е место в номинации «Проза». Ана, ер шыршыны кисеп алганнар да, кирәге калмагач, елка ясап, чыгарып ыргытканнар. Димәк, сез кешене дә үзегезгә кирәге калмагач, чыгарып ыргыта аласыз. Гульнас Рашитова родом из Агрызского района, учится в Казанском педагогическом колледже. 2-е место в номинации «Проза» в возрасте 18 лет и старше. Этот конкурс, телевизионный конкурс «Татар Сүзе», кажется для меня уникальной возможностью, чтобы проявить себя, чтобы показать, что я являюсь патриотом своего языка, своего родного татарского любимого языка. Как сохранить татарский? Естественно, читать книги на татарском, что я делаю с удовольствием. Читать произведения, слушать татарскую музыку, общаться на татарском, потому что я в семье общаюсь с родителями на татарском, только на татарском. Это самое главное. Мин әкият сөйләм, кем җиңүче дигән әкият инде. 3-нче урын Язгөл Садриева, Ак таныш. Язгөл, рәхимет. Стихи и проза, народные сказания, сочинения классиков или собственные. И это тоже не имело значения. Объединяющая сила – родной язык. У нас очень много проектов, посвященных языку. А конкурс «Татар Сүзе» действительно проект высочайшего уровня, самый выигрышный, воплощающий в себе красоту родного языка. И столько у нас талантов, способных донести до нашего народа всю тонкость и изящество татарского языка, татарского слова и его литературность. Нельзя терять такой язык, такой народ. Будущее нашего языка несомненно, и мы за него должны бороться. Мы сможем сохранить и развивать свой язык. Я горжусь тобой, мой народ.
Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Вы знаете, я хоть и лицо в некотором смысле заинтересованное, но хочу подчеркнуть, что получил огромное удовольствие от итогового концерта конкурса «Татар Сузе». Самодеятельные исполнители со всех концов нашей Родины читали художественные произведения так красиво, так проникновенно, что вызывали бурю эмоций в зале. Собравшиеся почувствовали всю мощь, красоту и выразительность татарского языка. Как много у нас одаренных людей, причем инженеры, врачи, педагоги выступали на сцене не хуже профессионалов. А какие у нас талантливые дети! Я впервые увидел представителей нового поколения татар, чьи руки не страшно отдать будущей нации. Я уверен, они понесут наше знамя гордо. Какие потрясающие новые таланты открылись, душа радуется. Смотрите программу о конкурсе «Татар Сузе» на нашем канале 9 апреля. Мы продолжим тему родных языков. Конечно, не секрет, и русский язык нуждается в защите, особенно от иностранного влияния. Попробуйте поговорить с айтишниками. Уверяю, ничего не поймете. Вот разговор двух программистов. Один спрашивает: ты уже зарелизил новый софт? Другой отвечает: еще нет, пока только задеплоил в тест. В переводе это означает: ты открыл для потребителей новую программу? Нет, пока обкатываю ее в тестовом режиме. Если неправильно перевел, прошу извинить, но суть понятна. Здесь от русского языка остались только предлоги и местоимения. Англицизмы заполнили русский язык. Это одно из проявлений глобализации. Поэтому не зря в феврале Госдумой были приняты поправки к закону о государственном языке Российской Федерации, которые ограничивают использование иностранных слов. О чем говорят эти поправки? Вкратце, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях. Но нашим гражданам этого показалось мало. Экс-депутат Ярославского муниципалитета Александр Симон обратился в суд с требованием запретить иностранные слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» и заменить их на русские аналоги. Вопрос: а есть ли в этом здравый смысл и нуждаются ли наши языки в такой защите? Об этом Михаил Любимов. Считай прошедшим то, что удерживается силой. Считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка. Измаил Срезневский, русский филолог. Если погулять по улицам Казани и почитать то, что на этих улицах всюду написано, на эти невесть откуда взявшиеся неологизмы и уродливые конструкции на стыке двух неблизких друг другу языков, на это странное преклонение перед латинскими буквами и на эту страсть к выражению на другом языке даже топонимов, то может возникнуть ощущение, что русский язык или татарский язык нуждаются в защите немедленной. Однако то, что мы видим, не язык, это мода. Язык невидим и уж точно не познаваем дилетантами, принимающими законы, по которым нам теперь надо как-то жить. Если начать выметать из языка все слова, которые к нам когда-то пришли, мы останемся, наверное, с половиной словарного запаса, которым мы сейчас обладаем и которым Если пользуемся. из русского языка действительно убрать все заимствования, что с ним будет? Его придется развивать заново. Мы даже собаку собакой не сможем Не назвать. сможем назвать. Многие предметы обихода не сможем. Так же, как в любом другом языке. Возьмем театр. Он сам заимствован из Европы, и для всего, что вы видите, нет русских слов. Амфитеатр, ложа, галерка, портер, бильетаж – эти слова тоже пытались вымести из русского языка, и мы видим результат этой борьбы. То, что она бесполезна, было известно еще 3 века назад. Но надо признать, что русский язык богат заимствованными словами. Это как бы факт, это научный факт, это данность. Нравится нам это или нет. И, вообще это, наверное, любой язык так существует. Он вбирает в себя язык, дело живое. Он не существует, скажем, написанным от и до. Это же не алфавит. Алфавит даже меняется. Цифры изменяются. И, конечно, да, театр – это то место, где очень много иностранных слов. Вы для своей профессии русское слово подберете? Ну, нет, даже слова «скоморох» русское, так, русское, нет, оно тоже происходит от итальянского слова, да, скоромуш и так далее. Актер, режиссер, конечно, это все иностранные слова. Я думаю, что
язык свой надо любить, надо его беречь, надо за него бороться. Но, конечно, должна быть очень, очень разумный, здравый, трезвый какой-то в меру подход, спокойный, без суеты, без каких-то махания шашкой. Все слова в русском языке, которые имеют букву «Ф», все латинского происхождения. А все слова, в которых представлена буква «Х», все греческого происхождения. Давайте выкинем 2 буквы из языка. Мне еще, знаете, что очень нравится в этой ситуации? Под иностранными словами в данном случае имеются в виду английские слова. Но у нас есть еще при этом французские, немецкие, там и так далее. А у нас еще очень много тюркских слов. Мы с ними тоже будем бороться? И язык всегда соответствует сегодняшнему дню. И он сам себя регулирует. То есть если какие-то слова, которые очень бурно сейчас входят в нашу жизнь, они будут нужны, и иначе сказать нельзя, они останутся. Пройдет немного времени, они уйдут. То же самое было в конце 18-го, начале 19 века. Лишние слова ушли, было очень много французских заимствований, а нужные слова все остались. То есть я всегда считаю, что язык – это саморегулирующаяся система, которая обойдется без насильственного вмешательства. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, писал Александр Сергеевич, человек, по сути, подаривший нам русский язык и при этом прекрасно осознававший тщетность этой священной борьбы за чистоту. В музее Баратынского уже не каждую вещь мы сможем назвать своим именем, и именно потому, что то, что исчезло из обихода, исчезло и из языка. Вот посмотрите, да, вот этот предмет. Он называется бювар. Ну, слово это забыто. Сейчас мы говорим папка для бумаг, наверное, да? Нет такого слова бювар. А в 19 веке было. Да, да, это слово бювар, которое означает папка для бумаг. И Пушкин и Баратынский этим словом пользовались. Ну, разумеется, да. Наивно считать, что можно управлять языком столь примитивным образом. Захотел кто-то, и слово появилось. Или воспротивился кто-то, и слово исчезло. Так это не работает. Норма – это живая вещь. Это не столб бетонный, с которым ничего не происходит, который торчит посреди земли, и все. Это ствол дерева, там соки живые бродят, от него ветви растут. Норма меняется. Мне кажется, это практически невозможно. Мы не можем побороть такое явление, как нецензурная брань. У нас всю жизнь существует закон, который запрещает ругаться матом в общественных местах. Если начать штрафовать каждого, то казна обогатится. За счет того, что мы пытаемся ограничить язык, мы пытаемся сделать более простой жизнь. Потому что действительно есть связь между языком и мышлением. Но нужно думать о том, чтобы язык и мышление, и наша культура развивались вперед, а не назад. Происхождение слов всегда туманно, а вот происхождение подобных законов очень даже легко объяснить. Наверное, оно исходит из стойкого убеждения в том, что где-то на границе между государствами или между языками существует некий шлагбаум, который можно то поднимать, то снова закрывать, то пропуская некоторые слова, то закрывая им вход в то или иное государство. На самом деле, конечно, все это работает совершенно не так, но для того, чтобы понимать это и для того, чтобы составлять законы, которые будут иметь хоть какое-то отношение к реальности, нужно быть лингвистом. Или, как это сказать по-русски, филологом. Но филолог – это, опять же, не русское слово. И даже более того, лингвисты и филологи – это, опять, даже не синонимы. Всякая замкнутая национальная культура проигрывает в своем развитии. Кирилл Горбачевич, советский и российский лингвист. Михаил Любимов, Роман Безменов и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Что мы знаем о специфике исламских финансов? Очень мало. Пожалуй, только одно. Брать в кредит или отдавать деньги под проценты для правоверных мусульман – большой грех. А дальше все гораздо сложнее. Исламское финансирование, исламская ипотека и так далее и тому подобное. На этой неделе на ифтаре для журналистов муфтий Татарстана Камиль Хазрят Самигуллин, кроме трапезы и молитв, приготовил для моих коллег по Перу весьма интересные выступления об особенностях исламских финансовых взаимоотношений. Кстати, Госдума России уже приняла в первом чтении законопроект о так называемом исламском банкинге в России, а фактически о проведении эксперимента по организации партнерского финансирования в 4 регионах – Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане. Эксперимент, кстати, должен был стартовать в феврале, а сейчас на дворе апрель.
Что мешает более эффективному развитию исламского банкинга в Татарстане? Как сблизить интересы банкиров и предпринимателей мусульман? И могут ли в этом помочь богословы? Ответы в репортаже Тимура Бекмурзина. Еще лет 10-15 назад, когда мы говорили халяль, подразумевали собой козалык. Сегодня вот эта сыровяленая колбаса, конечно, в этом плане стала своего рода анахронизмом, устаревшим понятием, потому что в Казани, в Татарстане в ходу такое понятие, как халяль-лайфстайл, который включает в себя и халяль-туризм, халяль-отель, халяль-радио, халяль-такси, халяль-лекарства и так далее и тому подобное. В этом ряду, казалось бы, раньше других инструментов должен был появиться исламский банкинг или халяль-финансирование. Но, несмотря на востребованность среди предпринимателей мусульман, есть вопросы, есть нюансы. Первый в истории России. Здесь, в Казани, исламский офис. Открытие в Казани первого в России офиса крупнейшего в стране федерального банка по исламскому финансированию было воспринято с небывалым воодушевлением. Значимость событию придавало участие в нем Рустама Минниханова и руководство банка. Среди первых клиентов, естественно, предприниматели-мусульмане. Конечно, мы все работали с государственной банковской системой, но мы все мечтали, когда у нас в Российской Федерации появится возможность работать по всем услугам банков в рамках ислама, в рамках шариата. Сегодня офис исламского финансирования в центре Казани работает в будничном, неспешном режиме. Клиентского ажиотажа не наблюдается, и эксперты объясняют нам, в принципе, это нормально. Люди, когда вот они какой-то продукт, скажем, внедряют, они ждут, что сейчас там толпа мусульман вынесет этот офис, будет очередь там до перекрестка. Вот. Но такого не происходит. То есть мусульмане консервативны, мусульмане скептически ко всему этому настроены, особенно когда это от банков исходит. Мне, как соблюдающему мусульманину, очень важно, да, чтобы банки предоставляли действительно халяльные финансовые услуги, чтобы это не было просто под вывеской халяль, обычные, стандартные, запрещенные с точки зрения ислама продукты. Очень коротко, по сути, почему, собственно, мусульман не только в России, во всем мире не устраивают традиционные банки, почему для них нужен отдельный исламский банк или хотя бы отдельный офис в классическом банке. Дело в том, что брать и давать деньги под проценты в исламе категорически запрещено. Муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин употребляет такое выражение, как незаконный рост. Ну, придет кто-то поумнее нас, похитрее нас. Когда вы попросите у него 10 рублей, он скажет, ты должен мне вернуть 12. И вот эти 2 рубля, они не подкреплены никаким товаром. Всевышний запрещает нам спиртное, потому что это одурманивает разум, запрещает нам наркотики, запрещает мертвечину, то, что вредно, запрещает нам свинину. И также риба, незаконный рост, это тоже то, что Всевышний Аллах запретил для нас. Исходя из этих принципов, можно ли утверждать, что исламский офис известного банка работает по канонам шариата? Предприниматели-мусульмане, эксперты Духовного управления мусульман Татарстана заявляют, а мы не знаем. Сказать, халяль у них или не халяль, мы сейчас не можем это сделать, потому что для этого нужно, конечно, смотреть договоры, потому что зачастую, да, исламская экономика, она базируется на 2 таких столпах. Первое – это шариатская экспертиза, то есть договор должен соответствовать шариату, он должен быть проверен. Второй, конечно, контроль, когда уже все это запускается, как это работает. Мы всецело у нас в Казани, в Татарстане доверяем нашим духовным управлениям мусульман и тем структурам, которые там функционируют. Поэтому для нас, конечно, важно их экспертное мнение. Тема более чем актуальна, особенно с учетом того, какое внимание сейчас в России уделяется внедрению элементов исламского финансирования. Пока действительно речь об отдельных элементах исламского или, как его еще называют, партнерского или этического финансирования. Тот факт, что даже с термином до конца не определились, лишний раз подчеркивает, что мы здесь в России, в Татарстане только в начале пути. Опыт Республики Татарстан, как одного из регионов-лидеров, показателен, говорили на круглом столе, организованном Российским исламским институтом. Его сейчас пристально оценивают и предприниматели-мусульмане из других регионов России, особенно таких, как Дагестан и Чечня. Генеральный директор исламской финансовой компании «Ля Риба Финансы» из Махачкалы Мурат Алискеров считает, что исламские офисы банков должны работать а. более активно и открыто, и б. без нарушений норм шариата. К сожалению, есть вопросы по всем пунктам. Но просто брать вклад и просто начислять сверху 6%. Как здесь в ответе нам указано, что этого нет, но в договоре-то это есть. И говорить, что так можно, потому что это дает налогооткрытие, ну, с моей точки зрения, так нельзя делать.
Мы сделали соответствующий запрос в Сбер и получили ответ. Исламские финансовые продукты из Сбербанка были разработаны совместно с Шариатским консультационным советом, учрежденным банком и состоящим из 3 председателей. Муфти Исмаил Ибрагим Десаи, муфти шейх Иршат Ахмуд, муфти шейх Абдул Рахман Шариф. Председатель Шариатского комитета муфти Исмаил Десаи замечает, цитата, «Совет проводит постоянный мониторинг всех финансовых операций фронт, мидл и бэк-офиса. Дебетовая карта Сбербанка создана согласно законам о ответственном хранении ВАДИа, согласно которому обеспечивается отсутствие выплат процентов и полная сегрегация средств. Сбербанк взимает фиксированную комиссию за обслуживание дебетовой карты в соответствии с законами Иджара. Шариатский стандарт АИОФИ номер 9, а любые бонусы в рамках обслуживания дебетовых карт считаются отдельной хиба подарком со стороны банка. Проверка проводится на основании исследования в сотрудничестве с финансовыми аудиторами и юридическими экспертами для обеспечения соответствия банка решению, вынесенному Шариатским советом. Участники круглого стола в Казани сошлись во мнении, диалог со Сбером в любом случае нужно поддерживать. Шариатский контроль банка – это хорошо, но авторитетная оценка зарубежных муфтиев – это одно, экспертиза от российских и татарстанских богословов – несколько иное. Те мощности, которыми обладаем мы сегодня, они не задействованы полноценно. То есть почему нет обращения к экспертам? Давайте сгенерируем этот процесс, давайте соединим, в конце концов, да, как мы говорили, заинтересовывающие лица. Я неоднократно предлагал Сбербанку, чтобы вот на базе вот этого отделения организовывать хотя бы 1 раз в неделю, может быть 2 раза в неделю, какое-то чаепитие с предпринимателями-мусульманами, чтобы им рассказывать, давать какой-то образовательный контент. Рассказывать, что такое исламское финансирование, что такое банкинг исламский, что такое исламские инвестиции, что такое исламское страхование. И потихоньку вот это место, халяль отделения Сбербанка, оно бы стало живое, оно бы стало активное. Как найти устраивающее всех решение? Вопрос, конечно, не только в отсутствии коммуникации между банком, духовным управлением и предпринимателями. В конце концов, его можно наладить. Как быть с самим подходом к исламскому финансированию в России и в Татарстане? Предприниматели-мусульмане настаивают, что в вопросах исламского банкинга не может быть вольной трактовки норм шариата, банковских тайн. Более того, нужна и экспертиза предлагаемых финансовых продуктов, и постоянный контроль. Как в принципе это работает в системе халяль для тех же продуктов питания. Здесь почти то же самое. Функция экспертизы и контроля в Дум готовы взять на себя. В России есть, если я не ошибаюсь, может быть, человек 8 от силы, имеющих сертификат, международный сертификат АИОФИ. Это международные стандарты по исламским финансам. И 6 человек из них проживают именно в Татарстане. Поэтому, если мы этого не сделаем, никто этого не сделает. Вот это все абсолютно бесплатно делается, то есть это нас невозможно заподозрить в каком-то меркантильном интересе. Просто нужно, так сказать, снизойти до нас, до нашего духовного управления, отдать бумаги, да, свои, вот разработанную схему на проверку, пройти, значит, голосование на Совете улемов, одобрение, и после этого, пожалуйста, работай. Тимур Бекмурзин, Владислав Поташников, Андрей Ключников и Дмитрий Шлемин. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. У меня сердце болит. Он не должен быть в таком состоянии, но оно наше. Был бы большой плюс восстановления этого дома для привлечения туристов, для знакомства с нашим районом. Подлинный шедевр. Дом купца Бакирова. Как сохранить и подарить жизнь. В Казани с однодневным рабочим визитом находился первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии России, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. В аэропорту его встретили Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Дмитрий Медведев посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса. На Казанском пороховом заводе рассмотрели вопрос обеспеченности вооруженных сил России. Фарид Мухаммедшин призвал местное отделение «Единой России» активно использовать потенциал партийных проектов. Об этом лидер единороссов заявил на общем собрании Республиканского совета депутатских объединений партии. Как отметили на встрече, особое значение сейчас имеют проекты по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также мобилизованным. В Казанском Кремле вручили государственные награды. Их удостоились 46 жителей республики из разных районов и сфер деятельности. Федеральные и татарстанские награды им вручил Фарид Мухаммедшин. Среди награжденных врачи и машиностроители, архитекторы и юристы, деятели культуры и спорта. Премьер Алексей Пестошин встретился с заместителем генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Табачуком. Обсудили развитие газовой отрасли. Сергей Табачук представил нового руководителя «Газпром Межрегионгаз» в Казани. Им стал Айдар Тагиров. Он был исполняющим обязанности на этой должности с октября прошлого года.
Фарид Мухаммедшин встретился с координаторами партийных проектов «Единой России». Обсудили работу таких программ, как «Городская среда», «Чистая страна», «Новая школа» и другие. Татарстан участвует в 24 федеральных проектах. Глава парламента призвал активизировать работу по их реализации и привлекать все муниципалитеты республики. Премьер Алексей Песошин провел заседание Совета по реализации законодательства о языках. Лишь половину мероприятий в республике проводят на татарском языке. Не во всех автобусах и трамваях объявляют остановки на 2 государственных языках. На дорожных указателях до сих пор остаются ошибки. Таковы итоги проверок исполнения законодательства о языках Татарстана. Алексей Песошин рекомендовал особое внимание уделить воспитанию детей, а также национальным праздникам. На субботнем совещании в Доме правительства обсуждали подготовку к предстоящей посевной кампании. Совещание провел Алексей Песошин. Во многих районах уже стартовали полевые работы. К подкормке озимых культур и многолетних трав приступили 38 районов: Дрожжановский, Ютазинский, Азнакаевский, Черемшанский, Алексеевский и Заинский районы. Мы продолжаем программу «7 дней». На этой неделе депутат Горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева, лидер местного отделения коммунистов России, назвала меня и многих людей в России подлыми людьми. Она предложила установить бюст Иосифа Сталина в Парке Победы Челнов. По мнению Гурьевой, против Сталина могут выступать либо не очень разумные, либо подлые люди. Давайте послушаем эту сталинистку. Сталин – это символ мира, прогресса, символ великих побед, достойной жизни народу. Сталин – высочайший ориентир для будущих поколений. Поэтому считаю, что во имя исторической справедливости, достойного будущего нашей страны, необходимо в Парке Победы, впереди бюстов героев Советского Союза, установить бюст Сталина. Подписи горожан мы собирали, обращались, но сейчас вот это уже было давно, опять мы это повторим. Уверена, что горожане внесут и денежные средства для установления бюста Сталина. Но я думаю, что депутаты, наверное, в большинстве поддержат. Считаю, что Сталина не поддерживают либо подлые люди, либо у кого-то не хватает разума оценить вот такую великую личность. Благодарю за внимание. В данном случае сама Татьяна Гурьева интересует нас меньше всего. Эта упертая сталинистка очень любит писать и посылать сигналы в правоохранительные органы, призывая к репрессиям против тех, кого она считает неправильными. В отличие от 1937 года, теперь это называется заявлением. Дай таким людям власть, они с удовольствием закатают рукава суетливых ночей. С ними все ясно, и я, честно говоря, думал, что время этих рудиментов истории уходит навсегда. Я ошибался, и это страшно. В последнее время идеи полной реабилитации тиранов, уничтожавших собственный народ, становятся все более популярными, от Ивана Грозного до Сталина. В советские времена сталинизм был уделом малограмотных водителей, которые украшали его портретами лобовые стекла своих грузовиков. Сегодня Сталина цитируют дипломированные специалисты. Памятники ему устанавливают во дворах школ в тех же Челнах. Его, уже не опасаясь за репутацию порядочного человека, называют моральным авторитетом и примером для наших детей. Сталинский террор, тройки, казни, дикие пытки, переселение целых народов оправдывают тем, что время было такое. А некоторые ученые уже договорились до того, что никаких репрессий не было. Расстреливали, ссылали, оказывается, действительно врагов народа. И их были миллионы. К сожалению, ни 20-й съезд Компартии, ни книги писателей Солженицына, Гинзбург, в том числе и нашей современницы Гузель Яхиной, не становятся прививкой от ужасов абсолютной власти и тирании. Призрак Сталина, перефразируя Маяковского, рыскает по России, восстает, манит, маячит в отдалении. Он готов возродиться из пепла. А его бесчеловечные методы сегодня уже многим кажутся привлекательными и эффективными. Уходят свидетели этих страшных годов. На их место приходит лакированный миф о великом, сильном, жестоком, но справедливом вожде. Неужели мы забудем уроки истории, предадим память миллионов безвинных жертв сталинизма? Я вспомню сегодня только некоторых из них, великих представителей своего народа. И таких было множество в каждом регионе, в каждом городе, в каждой деревне нашей огромной страны СССР. Цитирую. В 1937 году
подряд арестовали 3 состава правления Союза писателей Татарии во главе с Кави Наджми, Лябибом Гильми и Мирсаем Амиром. Известный исследователь татарской литературы Рафаэль Мустафин в своей книге «Мы поименно вспомним всех» насчитал более 60 поэтов, прозаиков, драматургов и критиков республики, попавших в жернова репрессий. В мае 1931 года арестовали 18 писателей, работников издательств. Джамала Валиди, первого тукаеведа, следователь бил головой об угол сейфа, заставлял съедать протоколы с неправильными показаниями. Погиб Джамал Валиди на стройке Беломоро-Балтийского канала. По другой версии, он выбросился из окна тюрьмы, не выдержав издевательств. До смерти забили во время допросов в 1937 году Шамиля Усманова, татарского революционера, советского писателя, драматурга и политического деятеля. Официальная версия – паралич сердца. Шамиль Усманов был организатором первого татарского радио. Именно поэтому телерадиокомпания ТНВ находится на улице, названной в честь Шамиля Усманова. Больным арестовали Галимжана Ибрагимова, классика, произведения которого изучали в школах. Полуживого бросили в тюремную больницу, где он умер без лекарств и медпомощи. Арестовали и расстреляли драматурга Фатхи Бурнаша, автора пьесы «Молодые сердца». И вот она, горькая ирония судьбы. Пьеса Фатхи Бурнаша до сих пор идет на сцене Набережно-Челнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова. Я спрашиваю себя, неужели может наступить тот день, когда глумящийся над людьми палач в бронзе и его жертва на афише встретятся на городской площади Набережных Челнов? Неужели улица Шамиля Усманова когда-нибудь будет выходить на проспект Сталина? Неужели миллионы жертв напрасны? Мои вопросы остаются без ответа. Но согласно опросам социологов, результаты которых агентство РБК опубликовало еще в 2019 году, 70% опрошенных россиян положительно оценивали роль Сталина в истории страны. А что сегодня? У казанских дачников другие проблемы. С 1 января 2019 года понятие «дача» из законодательства ушло. Остались только садоводческие и огороднические товарищества. На землях садовых объединений, согласно новому закону, граждане могут строить капитальные садовые дома и хозяйственные постройки и, соответственно, прописываться в них. В огороднических объединениях можно возводить только временные строения, в которых регистрироваться нельзя. Вроде все понятно, но не все так просто. В марте прошлого года вступило в силу постановление правительства России от 17 февраля 2022 года, касающееся оформления строения из нежилого в жилое. Согласно нововведениям, дачу нельзя оформить как жилой дом, если она находится на земельном участке в границах зоны затопления или подтопления. Но это еще не все. Для оформления также обязательно наличие отопления, электричества, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газа, если район газифицирован. То есть оформить дачу как жилой дом можно только при наличии централизованных инженерных сетей. Но и это не все. Депутаты Казгордумы в августе 2021 года утвердили правила землепользования и застройки, которые не предусматривают строительство жилых домов на территориях садоводческих товариществ, по существу лишив многих людей права оформить свои капитальные строения. Казанские власти считают, что они в этом вопросе имеют такое право, так как согласно федеральному закону от 29 июля 2017 года номер 217 ФЗ о введении гражданами садоводства, огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, строительство индивидуальных жилых домов на садовых участках возможно в случае, если такие земельные участки входят в предусмотренные правилами землепользования и застройки, территориальные зоны, где такое строительство допускается. Таким образом, считают в Казани, федеральный законодатель отдал возможность определять такие зоны местным властям, поскольку именно они ответственны за развитие муниципалитета и обладают информацией о потенциале тех или иных территорий города.
Кто же прав в этой истории? И смогут ли законно приземлиться дома, зависшие сегодня в воздухе? Истории жителей и мнение юристов в материале Диляры Юсуповой. Это полы мы руками ложили с детьми. Вот дочка старшая, мы с ней вот красили вот здесь все. За одну ночь за один день мы покрасили полностью первый этаж. Не избушка в глухой деревне, а целый деревянный дом в черте города с коммуникациями и удобствами. В этом СНТ такой дом из массивных бревен не заметит только слепой. Но оказалось, как в известном фильме: видишь дом? Да, а его нет. Это вообще дом в воздухе. У него даже документов нет. Его даже на картах нет. На него есть кадастровый номер земли. Но нигде не указано, что этот дом существует. Людмила – мать 5 детей, инвалид первой группы. История такова. Семья Саттаровых проживала в однокомнатной квартире, но жить с 5 детьми в однушке, безусловно, тесно. И они решились на дом. Собрали деньги, взяли кредит. Потратили около 4 миллионов рублей. В доме имеется вода, электроэнергия, канализация. Идеальное жилье, которое теперь жильем не признают. Вызвали кадастровых. Они нам дали техплан на жилой дом, техпаспорт на жилой дом. Но, говорят, пока окна, двери не поставите, мы вам оформить не можем. Документ дать на жилой дом. Вот когда поставите, нам позвоните, мы вам оформим. Когда уже все поставили, мы стали их вызывать, но они нам в ответ: вышел закон, не положено. Теперь Людмила и ее супруг не могут продать единственную квартиру в Юдино, чтобы расплатиться с долгами. Жить здесь им тоже запрещено. Вернее, жить-то может и можно, но прописаться нет. Да и жить лишь до первой проверки. У исполкома в рамках муниципального контроля за соблюдением земельного законодательства абсолютно есть право обратиться в суд с иском о сносе данного дома в связи с тем, что оно не соответствует действующему законодательству. И фактически отстоять его будет очень сложно. Но я пока не вижу путей, по которому нам может выиграть суд о сносе. Фактически это незаконный самострой. Казалось бы, есть федеральный закон, который позволяет строить там, где это возможно. Однако в исполкоме на наш запрос был дан ответ, что да, закон есть, но есть и другое. А именно право регионов самим решать, как правильно. Кроме того, город уточняет, что таким домам не место в СНТ, согласно правилам землепользования, в которых указаны те самые допустимые метры, ширина дороги и развитая инфраструктура. И да, действительно, в 2021 году Казгордумой было принято единогласное решение. Теперь правила землепользования и застройки не предусматривают строительство индивидуальных жилых домов на садовых участках. Если вглядеться в градостроительный регламент, то видно, что по этому пункту было принято полное обнуление. Казалось бы, что теперь не строится и зачем нужна земля в садовом товариществе? Строиться на своей земле можно, но только в пределах дачного дома. Это не более 50 метров. Людмила пыталась оформить дом хотя бы так, как садовый, но и тут ждало разочарования. Дом больше положенных норм, но и это уже не важно. Он оказался в зоне ОД. В такой зоне запрещена вообще любая застройка. Земля может быть СНТ, а зона, как в данном случае мы наблюдаем, относиться к ОД, это, то есть непосредственно бизнес-застройкой по строительству квартирных домов. То есть фактически это СНТ готовится для какого-либо проекта, связанного с выкупом, сносом этого садового общества и строительством многоквартирных домов многоэтажных и бизнес-пространств. Если построенный объект расположен в территориальной зоне, где строительство жилого дома запрещено, например, в зоне общей деловой застройки, зарегистрировать данный дом будет нельзя. В связи с чем, понимая, что данный вопрос имеет социально значимый характер, Росреестром было инициировано совещание с исполнительным комитетом города Казани, которое планируется провести в ближайшее время. К проблеме семьи Саттаровых подключились и Росреестр, и мэрия города. Помочь Людмиле с детьми вызвались и депутаты. Мы не можем обвинять и Казанскую Думу на сегодняшний день, потому что ведь, принимая такие законы, я сам голосовал, мы же знаем, сколько много мошенничества, но индивидуально каждому надо подходить, а этой женщине индивидуально надо подойти и помочь, я считаю.
Эту семью ждет помощь, но как быть с остальными? Такой же отказ в регистрации получил и сосед семьи Саттаровых. Мужчина до сих пор принимает стройматериалы. Стройка до сих пор не окончена. Правда, удастся ли проживать в доме, который технически хоть и существует, на бумаге не значится. Приобретал участок, никаких не было запретов, ничего не было. Было все огонь. Все документы я проверил. Тем более, в принципе, я по своей жизни риэлтор. И проверить, я проверил все, что можно было на тот момент проверить. И получается так, что они на данный момент взяли, переиграли зону ОД. Но зону ОД, как говорится, они могут менять каждый год. Придет другая администрация, они поменяют на зону другую. И получается, человек должен подстраиваться как собственник. Удивительно, но да, придется подстраиваться. Самое интересное, что муниципалитет вправе менять назначение земли, как посчитает нужным и когда посчитает нужным. Законно? Да. Справедливо? Вопрос спорный. Но таких, как Андрей, тысячи. Эксперты в сфере недвижимости сетуют. Законодательная ловушка схлопнулась неожиданно и для людей, и для бизнеса. Теперь желающих построить домик в СНТ поубавилось. Отсутствие возможности регистрации в СНТ препятствует, очень останавливает многих заказчиков в строительстве, то есть они не строят дома в СНТ, хотя это самый доступный способ строительства в черте города. Это препятствует получению льготных ипотечных кредитов в банках, где требуется разрешение на строительство от администрации района. Принятие таких строгих решений связано с капитальной застройкой. Город обрастает зданиями слишком стремительно. А тут еще дачная амнистия, мол, пожалуйста, берите. В результате имеем дело с тем, что есть. Или с тем, чего нет. Места. Его катастрофически не хватает. Повезло тем, кто успел до. Правда, продать при надобности эту недвижимость будет непросто. Поэтому прежде чем строить дом с неограниченным проживанием, убедитесь в ограничениях. И помните простую истину. Незнание закона не освобождает от ответственности. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Сегодня речь снова о наследии. Не так давно мы рассказывали вам о том, как в республике создали целое движение по восстановлению культовых сооружений, находящихся в полуразрушенном состоянии. Проект «Куда ведут ручьи» уже доказал свою состоятельность и пройден большой путь. За 5 лет многие храмы спасены от дальнейшего разрушения, а в некоторых из них началась реставрация. Безусловно, эту идею, которая не требует от государства ни копейки, а целиком стоит на неравнодушных людях, можно распространить и на все остальные наши памятники истории и архитектуры. И начать, конечно, нужно с деревянных домов. Для них каждый год испытание, которое может оказаться последним. Особенно больно терять подлинные шедевры, такие как этот. Это дом купца Бакирова в селе Большой Менгер Атнинского района республики. Роскошный трехэтажный дом с богатой резьбой по фасаду, с множеством архитектурных деталей внутри этих добротных стен. Ему 185 лет в этом году. Это 1838 год постройки. Пушкин скончался год назад. Бетховен ушел из жизни лишь 10 лет назад. Льву Толстому тоже 10. Гоголь еще жив, а Чехов еще не родился. 185 лет для деревянного дома, который пустует уже полвека, к тому же, это подвиг. Чудо, что мы можем его видеть. И совсем не удивительно, что мы не знаем, что с ним делать. Об этом Михаил Любимов. Атнинский район, село Большой Менгер. Ничем не примечательная точка на карте. Если бы не этот дом. Байский дом или купеческий дом. Как говорят в Менгере, бай-юрты. Дом купца Валиулы Бакирова. Роскошный трехэтажный особняк с богатой резьбой по фасаду, частично утраченный, увы, навсегда. Дому 185 лет, это 1838 год постройки.
Когда-то тогда, в XIX веке, в селе этом было несколько подобных байских домов, принадлежавших, конечно, местным купцам. Да и у этого дома был брат-близнец, который не сохранился. Он один выжил. Каким чудом только. И доживет ли он до следующего утра, кто знает. Заброшенный, разграбленный дом, которому по-прежнему страшен любой окурок, элементарно не заколочен. Отчего-то даже местным жителям не пришла в голову идея, что его кончину можно и отсрочить, отложить. Этот дом, он всегда, вот, помню я с детства, он всегда был такой в памяти, всегда вот Байерта, и как какой-то, вот как храм, понимаете? Такое место это было, дорогое. Это позор, конечно, для нас, для жителей нашей деревни. Это вот я сама так понимаю. Здесь сложно сохранять равновесие, и душевное, и физическое, даже тому, кто может назвать этот дом практически своим отчим домом. Фарида Фаязовна Филатова может. Она родилась в этом селе, и это место, которое она помнит хорошо с раннего детства, для нее не менее сакрально, чем понятие «отчий дом». Конечно, она помнит все. Много здесь чего было. Здесь была школа для глухонемых. Глухонемых детей, специализированная школа для умственно отсталых была. Также здесь жили во время войны латыши. Дети, которые приехали из пионерлагеря Крота под Ригой, эвакуированные, да. И с 1978 года здесь вот то, что мы видим сейчас. Да. Сейчас вот мне говорят, что дом надо отреставрировать, надо что-нибудь сделать с этим домом, что это как бы наша достопримечательность должна быть, этот дом. Но в то время никто на это не обратил внимания. Даже разговоров не было таких, да? Ну, может, взрослые разговаривали об этом, но я тогда еще маленькая была. Интерес к истории действительно вырос в последние годы, и дом Бакирова, хотя и не имеет давно хозяина, имеет своих адвокатов. Еще в 2018 году они подготовили проект его реставрации. Теоретически, дом можно было бы и переместить отсюда, предположим, в Казань. Но кое-чему-то мы все-таки научились. Где родился, там и пригодился. Памятники не должны быть бездомными. И вам он нужнее, чем тому же Зеленодольску или Казань? Нужнее? Нужнее. Это наша достопримечательность. Он не должен быть, у меня сердце болит, он не должен быть в таком состоянии, но оно наше. И мы ее, наверное, не отдадим никогда. Никому. Вы еле сдерживаетесь от слез, я вижу. Да. Это моя больная тема. Она как-то, конечно, связана с детством. С детством. Оправдание бездействию известно. Дескать, это же деревяшка. Есть ли смысл тратить деньги на что-то недолговечное? Но вот же в райцентре, в Большой Отне, в эти самые дни прилежно реставрируют дом-усадьбу купца Гатуулы Даутова. Летом 22 года начали этот ремонт. Нам выделили около 14 миллионов рублей. Начали с фундамента, укрепили фундамент, поменяли старые бревна, потом законопатили все, крышу там. То есть он был сделали. В аварийном состоянии? Он был в аварийном состоянии. Для нас самое главное была задача, чтобы сохранить вот этот конструктив. После обновления здесь снова разместится музей, и, вероятно, будут найдены новые возможности для привлечения должного внимания к истории не одного лишь купца Даутова, а всего того потенциала, что хранит в себе Отнинская земля.
Это усадьба. Здесь несколько построек и большой простор для фантазий в пределах разумного, доброго и вечного. Ну да, был бы большой плюс восстановлению этого дома для привлечения туристов, для знакомства с нашим районом. Потому что вот наш Отнинский район даже немногие люди в Казани знают. Арский все знают, а Отнинский не знают. Отня, большая Отня, что это, где это? А если еще Бакировский дом сделали? А если Бакировский, да, полноценный туристический маршрут можно только по нашему району создать. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барыгызга да иң изге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! О погоде на ближайшую неделю расскажу вам я, Гульназ Гиззатуллина. Теплые воздушные массы несут в наши края очень теплую погоду. Именно так и начнется новая неделя. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана всю неделю будет преобладать облачная погода с прояснениями. Без осадков, ночью будет прохладно от +1 до 7 тепла, а днем нас ожидает устойчивая теплая погода до 15 тепла. На юго-востоке Татарстана неделя будет облачной, но с прояснениями. Ветер стихнет, неделя будет теплой. Днем около 14 тепла, ночью около 4 тепла. В центре республики неделя обещает быть крайне теплой и без осадков. Всю неделю температура днем будет держаться около 17 градусов тепла, ночью около +5. На юго-западе Татарстана облачная погода, в субботу вероятен дождь. Днем значения на термометрах будут держаться около 16 тепла, ночью от +1 до +8. На северо-западе республики и столицы Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Днем от +12 до +17, ночью около 4 градусов тепла. Неделя ожидается без осадков. Вот и апрель вступил в свои законные права. Раньше этот месяц на Руси называли пролетником, так как он предвещал скорый приход лета. Именно в апреле начинается просыпаться природа, зацветают первые деревья. И какое счастье наблюдать за этим и радоваться весне. До свидания и берегите себя.